В эфире новости, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Прямо сейчас в нашем выпуске. Более 60 погибших и десятки без вести пропавших. В Кемерово сгорел торговый центр. Мертвые души в Ялте. Сколько самозахватов не попало в электронный реестр? Футболки, бейсболки, рюкзаки и кроссовки. Школьникам из Красногвардейского подарили новую спортивную форму. Красивейшие пейзажи в картинах крымско-татарского художника. В Симферополе открылась выставка Ленура Велиляева. Кубки, дипломы и боевой дух. Каратисты Симферопольского района привезли в Крым призовые места. Об этом и не только в течение следующих 20 минут. Сотрудники МЧС со вторника начнут проверку всех мест массового пребывания людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Особое внимание спасатели должны обратить на наличие и работоспособность противопожарных систем, систем оповещения и экстренного пожаротушения. По результатам проведения профилактических обследований руководителям объектов будут даны рекомендации по их устранению. Информация о состоянии объектов будет направлена в органы государственной власти и прокуратуру Республики Крым. Напомним, глава Крыма дал распоряжение сотрудникам МЧС проверить все торговые центры республики после трагедии в Кемерово. Напомним, из-за пожара в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек, среди них много детей. Одна из причин трагедии – несоблюдение противопожарных мер безопасности. В центре не сработала сигнализация, а запасные выходы были закрыты. По числу жертв это один из крупнейших пожаров за 100 лет. В Кемерово сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, возбуждено уголовное дело. Ряд российских политиков, деятелей культуры, общественников выразили соболезнования родным погибших. Соболезнования близким выразил и муфти Крыма Хаджи Мирали Аблаев. Обращение размещено на официальном сайте Духовного управления мусульман Республики. Это страшная трагедия. Мы потрясены. Погибли люди, маленькие дети, школьники. Погибли целые семьи. От имени Духовного управления мусульман Крыма и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих родных и близких. Крымские чиновники искали мертвые души в Ялте. Комиссия Госкомнадзора проверила аварийное общежитие «Звездочка» и так называемые поляны протеста. Специалисты должны были убедиться, живут или нет по прописке люди и сколько самозахватов не попало в электронный реестр. Взрослые? Нет, не взрослые, у них маленькие дети. Трое детей. Состав 4. Четверо. Всего 4? Соответствует. Да. 2 корпуса общежития и порядка 200 комнат. Этаж за этажем члены комиссии обходят все здание, заглядывают в каждую комнату аварийного общежития. Главная задача специалистов – убедиться, проживают ли по месту прописки все зарегистрированные граждане. 2 человека, да? Здание общежития сейчас в аварийном состоянии. Власти обещают расселить всех жителей. В следующем году для них планируют построить новый дом. Земля для этих целей уже выделена. Но, по словам самих жильцов, многие просто прописаны в общежитии и в жилье не нуждаются. Как только намечается какая-то комиссия, люди, которые не проживали ни одного дня в этом общежитии, появляются и требуют, чтобы их тоже поставили на квартирный учет. И требуют квартиры. И мы возмущены. На каком основании эти люди должны стоять в очереди, если они имеют жилье? Я считаю так, что если бы этим людям не было где жить, они бы находились здесь, так как мы. Вот здесь 25 участков. Да. Сколько в реестр попали? В реестр попали 1 сразу. А это уже ялтинские поляны протеста. Их здесь более 18. Многие захватили участки на землях Массандры. Решить эту проблему украинские власти не смогли. Или, скорее всего, не захотели. За 20 лет многие люди уже построили дома и живут без каких-либо документов и коммуникаций. Всего находится в Никите 307 семей. Занимаем мы здесь около 29 гектар. И ни одного решения, никаких дел не предпринимаются. Люди ждут в ожидании. Надеемся на новую власть, что они все-таки нам в этом году хоть помогут. Что мы хоть решим и начнем жить на наших местах предков. Вернем свои земли. Еще в 90-х прошла разбивка. С 2003-2002 года люди живут. И постепенно вот в течение 2000-х образовался целый массив. Уже сами готовы. Дороги прокладываем, все сами вкладываем, делаем.
Только дайте решение, узаконьте как-нибудь. С этим непростым наследствием приходится разбираться уже в российском Крыму. Впервые составлен официальный реестр нуждающихся в участках. Туда же попали и владельцы самозахватов в Ялте. На сегодняшний день понимание города, администрации, как бы оно существует. Реально сейчас мы понимаем, что в будущем генплане администрация предусматривает данные земли. Однако, поскольку большинство полян находятся так называемые на землях ПАО «Массандры», также эти вопросы сейчас будут обсуждаться уже на федеральном уровне. Итоги проверки и перепись владельцев самозахватов еще только предстоит подвести. Пока строится новый дом, в общежитии обещают провести капитальный ремонт. София Шукурова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Обещание выполнено. Новую спортивную форму подарило Министерство финансов сборной команде волейболистов Амурской средней школы Красногвардейского района. 24 комплекта экипировки торжественно вручили сегодня. Это рюкзаки, спортивные костюмы, кроссовки, шорты, бейсболки и футболки. Все, что необходимо спортсмену. У нас был выездной прием граждан в Красногвардейском районе, и я попала в Азовскую среднюю школу, и вот как раз Сергей Александрович, тренер по волейболу, сказал, что замечательные дети участвуют во всекрымских соревнованиях, районных соревнованиях, но, к сожалению, нет формы у сборной их школы, Амурской средней школы, поэтому обратились к компании, она вот изыскала возможность. Комплекты были приобретены Министерством финансов совместно с Минспортом. Теперь юноши и девушки в этих костюмах будут представлять на соревнованиях и защищать спортивную честь не только школы, но и всего Красногвардейского района. Волейбол в Крыму развивается. И именно такие дети из далеких поселений, как правило, из них вырастают будущие чемпионы. Поэтому мы поддержали министра финансов и экипировали этих детей. Я хочу стараться теперь еще больше, чтобы достигать еще высших целей и занимать еще более высокие места. Теперь у нас есть еще стимул, так сказать, и новая форма. Мы рады. Получение гражданства остается больным вопросом для многих крымских татар, которые возвращаются на родину. Семья Абдураимовых вернулась в Крым в 2014 году. Уже на протяжении 4 лет они не могут узаконить свое пребывание на полуострове. Проживая без документов, у детей возникают проблемы в учебных заведениях. Также они не могут получить медицинскую помощь. С просьбой помочь Абдураимовы вместе с членом Совета при президенте Искендером Беляловым обратились к главе Сакского района. Сейчас вопрос стоит в МВД. Ваши все документы списками поданы в Госкомнац. Я хотел бы что вас попросить. Вы не сможете решить вопросы гражданства, вида на жительство. Это не ваше полномочия. Моя просьба, чтобы вот именно вы поговорили этим с директором школы, пока вот этот сейчас выйдут документы, чтобы в этом плане, и все-таки то, чтобы... Пока что вот с этим ребенком с операцией. Есть проблемы, которые горят, которые нужно решить. Пенсионеры по несколько лет пенсию не получают. Дети не могут, например, несмотря на хороший потенциал, не могут дальше продолжать учиться. Сейчас Белялов Искендер Седометович нам помогает, старается помочь решить вопрос с паспортом. Сау болсын, Алла саулын берсин. В Симферополе высадили более сотни деревьев. С такой экологической акции началось благоустройство зеленой зоны между улицами Беспалова и Ялтинская. Активисты и молодежь высадили порядка 100 лип и несколько десятков сосен. На сегодня уже проведена обрезка деревьев и кустарников вдоль проезжей части. В ближайшее время планируется обустройство пешеходных дорожек и высадка деревьев со стороны Ялтинской улицы. У нас впереди работа с парком, уже есть определение. Парк, который находится на улице Гурзувская с этой стороны. Там решение принято, будет только спортивный центр, синагога, а дальше все будет парковая зона. Так что у нас впереди очень много дел, много работы. Я приглашаю всех наших горожан принять посильное участие в благоустройстве города Симферополя. Новые книги медиацентра пополнили фонд общеобразовательной школы Судака с крымско-татарским языком обучения. Участникам мероприятия были представлены книги крымско-татарских классиков, современников, народные сказки и легенды, справочная литература, культура и история народов Крыма. Полученная литература поможет школьникам изучать крымско-татарских писателей и поэтов, а учителям формировать интересные уроки для учеников. Сегодня нам очень приятно, что школьный коллектив достаточно хорошо нас встретил и с удовольствием принял наш подарок. Мы надеемся, что книги позволят воспитанию нового поколения в нашем государстве.
Мечети, улочки Евпатории, море и многочисленные пейзажи. В Симферополе представили работы крымского художника Ленура Велиляева. Выставка прошла при поддержке Духовного управления мусульман Крыма. Подробнее расскажет Мухаммед Зикрияев. Сегодня в выставочном зале Муфтиата Крыма профессиональный художник Ленур Велиляев представляет свои картины с пейзажами нашего полуострова. Сейчас специально для гостей музыканты создают праздничную атмосферу. На выставке под названием «Солнечный Крым» представлены уникальные картины, затрагивающие каждого зрителя. Действительно, работы художника поражают своей яркостью и мастерством. Прежде всего вдохновляет окружающая меня среда, природа, краски, игра красок в ней, контрасты. Крым, он вообще располагает для творчества разных людей, разных областей искусства, в частности, вот как для художника, потому что всегда есть что написать, всегда есть вдохновение. Детство и юность Ленура прошли в Евпатории, где он окончил школу. Позже поступил в художественную академию Харькова. После окончания вернулся в Крым, где начал профессионально заниматься искусством. Работы художника уже хранятся в музеях и частных коллекциях России, Швейцарии, Франции, Англии и еще во многих городах Европы. Идея заключается в том, чтобы познакомить крымско-татарское общество, и не только крымских татар, но и общественность Крыма с творчеством этого художника. Дело в том, что он проживал долгое время в Харькове, и в Крым он вернулся относительно недавно, поэтому вот происходит такое знакомство, его знакомство с общественностью Крыма и наше знакомство. Ленур пишет в основном пейзажи и натюрморты, а свой стиль определяет как экспрессионизм. В коллекции Велиляева основное место занимают картины крымской тематики. В основном это пейзажи Евпатории и Южного берега. Вот такое оно возвращение Ленура Велиляева в Крым, где окружили его большим вниманием и по достоинству оценили его талант. Проводя такие выставки, картины Ленура Велиляева пользуются большим успехом. Мухаммед Зикрияев, Дмитрий Низовой, телеканал Велиляев. Жители Сакского региона отметили праздник весны Наврез-Байрам. Для крымских татар Наврез олицетворяет рождение Нового года, уважение и любовь к земле и ее дарам. В концерте приняли участие творческие коллективы со всего района. Праздник весны и атмосфера, насыщенная национальным крымско-татарским колоритом, порадовала гостей. Мы с удовольствием его встречаем, празднуем и желаем всем всего самого хорошего. Наверное, чтобы народ культуру не забывал, молодежь особенно. Спасибо организаторам, очень хороший концерт. Концерт состоялся по инициативе члена Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президента региональной общественной организации Инкишаф Искендера Белялова. Он отметил, Сакский регион в очередной раз показал свою активность и сплоченность. Можно увидеть настроение по лицам этих людей. Лица все добрые, доброжелательные, радостные, праздничные. И дело в том, что именно в очередной раз Сакский регион показал свою активность, свою сплоченность. И крымские татары в Сакском регионе на прошедших выборах проголосовали 62,7%, участвовали в голосовании. И большинство из них, большая часть проголосовала, конечно, за Владимира Владимировича Путина. Это можно определить и по процентам. Призовые места и кубки привезли в Крым каратисты Симферопольского района. С 16 по 18 марта 9 наших спортсменов представили полуостров на соревнованиях по Кёкусинкан, который проходил в Астрахани. Наши каратисты стали призерами открытого чемпионата и первенства Южного федерального округа. О чемпионах подробнее в следующем сюжете. Это только с виду Алена Багрей хрупкая и беззащитная. За плечами 15-летней девушки 9 лет тренировок и десятки чемпионатов. Кандидат в мастера спорта по карате сейчас восстанавливает силы после непростого первенства Южного федерального округа. Я выходила на татами с боевым настроением. У меня было желание победить. Это кадры с открытого чемпионата в Астрахани. 370 каратистов из 8 субъектов сразились за звание лучшего. Защищать честь полуострова туда ездили всего 9 спортсменов. Все из Симферопольского района. У Виталия Величко сразу 2 первых места. У меня ощущается гордость, радость, что я занял первые места. Я и дальше хочу занимать на соревнованиях первые места и стать тренером.
Я буду упорно тренироваться, чтобы достигнуть своей цели. По возвращению в Крым ребята снова тренируются. Тренеры стараются учесть индивидуальные способности каждого каратиста. Ежедневные занятия под руководством тренера. Кроме карате, занимаются акробатикой. Комплексные занятия – это основа успеха на татами. Чемпионом становится только усидчивый, усердный и не жалеющий себя спортсмен. Поэтому, если он стал лучшим, это, соответственно, он и готовился лучше всех. То есть в нашем данном виде спорта нет внезапности. То есть спортсмен выходит и показывает то, что он наработал в процессе тренировок. Владлен Белялов на чемпионате в Астрахани стал вторым. Заниматься карате начал с 4 лет. Десятки турниров, чемпионатов и большое количество наград за призовые места. Он точно знает, в чем секрет победы. Главное настрой. Без настроя нельзя выиграть. Крымская команда в общем зачете заняла 3-е место. Ребят поздравили и в Симферопольской районной администрации. Нариман Тарсинова, Иван Евдокимов, телеканал «Милет». Опасные моменты, нереализованные голы. Бахчисарайский «Кызылташ» встретился с ВК «Севастополь». «Кызылташ» начал матч дерзко и по-спортивному агрессивно. Но на 27-й минуте первого тайма футболисты «Кызылташа» не лучшим образом разыграли штрафной удар, в результате чего пропустили контратаку севастопольцев. Несмотря на все попытки бахчисарайцев спасти свое положение и исправить ситуацию до конца первого тайма, не удалось. В первые минуты второй 45-минутки футболисты Севастополя создали сразу 2 потенциально опасных момента, но, к счастью для бахчисарайцев, все обошлось без пропущенных мячей. В итоге матч завершился со счетом 0-1 в пользу ФК «Севастополь». Эта игра, наверное, для нас был экзамен. Либо мы состязаемся в этой четверке, либо у нас какой-то там микро-чемпионат свой, который мы там среди 4 команд играем, где там Рубин, Кафа, Океан и мы. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы эта игра, наверное, показала, что мы там не спонтанно можем там сыграть в ничью там с Евпаторией. То есть хотелось бы с лидерами хорошо играть. Ну, и видите, показали, да. Для нас это была показательная игра. Исполнительское мастерство, как бы там, ну, говорю, там, ну, ребят, ну, что можно сказать, они там молодцы, били, сражались, как бы, ну, не уступили в этих моментах. Но я говорю, как бы, есть такая пословица, наверное, везет сильнейшим, что-то мы, не дорабатываем, что-то, наверное, не получается у нас так, как бы, ну, такая игра была. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах с 10 часов и вечера 30 марта до 10 часов и вечера 1 апреля будет ограничено водоснабжение. Связано это с переподключением участков на Партизанском и Молочнинском водоводах по причине проведения строительных работ объездной дороги Дубки-Леватки. Со списком районов, где будет отключена вода, можно ознакомиться на правительственном сайте республики. Такими были события дня. Мы с вами не прощаемся. Увидимся завтра.